Здравствуйте, с вами журналист Олег Желнин и передача «Зона особого внимания». Сегодня в зоне особого внимания охрана общественного порядка на транспорте. Основная задача, наверное, и функции сотрудников транспортной полиции – это обеспечение общественного порядка, охрана жизни и здоровья граждан на объектах транспортного комплекса. То есть включаются сюда все объекты воздушного транспорта, речного, морского транспорта и железнодорожного транспорта. Мы обслуживаем два субъекта Российской Федерации. Это Республику Саха-Якутия и Чукотский автономный округ. Особенность все-таки, в отличие транспортной полиции от территориальных органов, это раскрытие преступлений все-таки в течение короткого времени. Реакция должна быть незамедлительной на совершение того либо иного происшествия, преступления, чтобы успеть в определенный период времени раскрыть и задержать преступников. Дети есть дети, и в первую очередь, еще раз повторюсь, за них несут ответственность их родители. То есть за этим, за всем должны на объектах транспорта следить только их родители, либо сопровождающие групп детей. А объекты транспорта – это объекты повышенной опасности. То есть в 2, в 3, в 4 раза больше родителям нужно обращать внимание на своих несовершеннолетних детей. А если это малолетние дети, то держать их за руку просто и не отпускать, потому что это действительно очень опасно и серьезно. Как она была, кража 10-20 лет назад, так они и остаются, кражи. А кражи в основном происходят на объектах транспорта по невнимательности пассажиров самих же, которые, может быть, в торопях из-за спешки оставляют свои сумки, телефоны на зарядках, гаджеты, наушники сейчас, вот AirPods пошли, оставляют. А рядом сидящий пассажир с корыстной целью, видя при этом, что пассажир оставил, улетел, присваивает это себе. Пассажиры, они все хорошие, но, как говорится, если человек выпил алкоголя, то от него можно ожидать все, что угодно. И у нас очень много случаев, когда пассажиров не берут на борт воздушного судна, летный экипаж, потому что им лететь, представляете, 6 часов до, грубо говоря, до Москвы. А что он может сделать в период полета? Это же очень опасно. Считается общественно опасный пассажир в состоянии опьянения. У нас очень много даже случаев таких, как по прилету пассажиров, особенно курильщики, граждане, которые курят. Они не могут потерпеть 6 часов и идут в туалетную комнату, в уборную в самолете, и начинают употреблять либо айкос, либо вейп, либо табак.
но при этом они думают, что их никто не узнает об этом, что они курят там. Ну, в тот же момент срабатывают датчики, соответственно, и бортпроводники моментально вычисляют. То же самое с непотушенной сигаретой, это же пожар на воздушном судне. Хотелось бы всем пассажирам напомнить, что вы должны прибыть на регистрацию минимум за 2-3 часа до начала вылета. Посадка заканчивается за 40 минут. Очень часто люди приходят после 40 минут окончания. Система автоматически закрывается, и из-за этого очень много начинается конфликтных ситуаций. Вот, чтобы этого избежать и не потерять, так сказать, ваши денежные средства, потраченные на билет, приходите вовремя. Второе, что хотелось бы сказать, то что смотрите всегда за своими личными вещами. Сотовыми телефонами, находящиеся на зарядке, которые вы ставите, ручной кладью, либо багаже, зимние, допустим, шапки, варежки и другие ваши личные вещи, которые вы держите при себе. Потому что очень часто люди оставляют по неосторожности на зарядке телефоны, либо в туалете, ручную кладь ставят, потом об этом забывают. Во всех случаях данные вот оставленные вещи, они все равно рассматриваются как потенциальная, возможно, угроза. Потому что как попал данный чемодан в данное место, и то, что у него нет сопровождающего, он для нас является как бы предметом для особого внимания. В этих случаях, тем более со сложившейся в данный момент обстановкой, специальной военной операцией, в нашем случае мы должны провести охрану места происшествия, сделать эвакуацию людей, возможно, там есть взрывное устройство, либо другой опасный для окружающих предмет. Соответственно, кинологические службы и так далее. Поэтому, пожалуйста, следите за своими вещами. И третье, что хотелось бы сказать, при сборе багажа смотрите, обращайте внимание на запрещенные вещества и предметы, которые разрешаются к перевозке и не разрешаются. Допустим, оружие, боеприпасы, которые вы имеете при себе, имеете соответствующие на них документы, вы имеете право перевозить через комнату приема сдачи оружия. То есть в багаже его провозить нельзя. Также колющие и режущие предметы нельзя провозить в ручной клади. При сборе, вот еще раз говорю, при сборе своих ручной клади и багажа обязательно внимательно смотрите за вещами, находящимися в них. Запрещенные вещества и предметы, то есть радиоактивные, ядовитые, взрывчатые вещества, это все прописано в федеральных законах. Можно открыть, посмотреть. Сейчас доступны интернет-ресурсы, где можно это все увидеть, как бы прочитать и уже знать заранее. Северо-Восточное линейное управление МВД России на транспорте приглашает на службу граждан, отслуживших в вооруженных силах Российской Федерации. Наше подразделение отвечает за безопасность и обеспечение правопорядка на водном, воздушном и железнодорожном видах транспорта. Если вы готовы быть на страже закона, вступайте в наши ряды. Полицейским стать несложно. Здесь главное, наверное, все-таки потребность, это желание, чтобы у человека было. Если у молодого, опять же говорю, сотрудника, у молодого человека, который окончил полное среднее образование, это 11 классов, который отслужил в армии, в вооруженных силах Российской Федерации, и у которого есть желание продолжать дальнейшую свою карьеру в погонах, есть главное желание и, соответственно, все-таки здоровье. Для полицейского патрульно-постовой службы, либо специализированных подразделений, которые у нас находятся в аэропортах Республики Саха-Якутия, высшее образование не обязательно. Обязательно полное среднее и служба в вооруженных силах. Ежегодно оплачиваемый отпуск, 55 календарных дней. Чем сотрудник дольше проходит службу, тем отпуск у него увеличивается. Соответственно, проезд к месту проведения отпуска и обратно для сотрудника и одного члена его семьи ежегодный. Это медицинское обслуживание бесплатное специализированных подразделений медсанчасти. Это страхование жизни, здоровья. И, соответственно, после года службы, если
есть желание у молодых сотрудников, это обучение высшему профессиональному образованию, соответственно, за счет федерального органа исполнительной власти в сфере внутренних дел. Если он поступит на службу в транспортную полицию, то он будет, наверное, защищать честь и достоинство граждан, пассажиров, вылетающих, прибывающих через объекты нашего обслуживания. И, возможно, это, грубо говоря, будет первым человеком, который пассажир, прилетая в Республику Саха-Якутия или в Чукотский автономный округ, увидит на земле Аланхо. Это будет именно сотрудник транспортной полиции. С вами была передача «Зона особого внимания». Соблюдайте правила поведения на транспорте, дорогие телезрители. Остерегайтесь предложений о быстром и легком заработке в интернете. Если же данные или деньги попали к мошеннику, сразу обратитесь в службу поддержки банка. Сотрудники банка заблокируют карту. Если же деньги перевели на карту злоумышленников, незамедлительно обратитесь в полицию.